Ассаляму алейкум и сәлмісіз. И всем мира, с вами Ринат Хабибуллин и Татары сквозь время. Сегодняшний выпуск будет посвящен Тюменскому ханству, а поэтому всем нашим сибирским зрителям особенный салям. Поехали! Историки сообщают, что Ибирь, Сибирь, в числе других владений, была пожалована Чингисханом старшему сыну Джучи. И с того времени Тюменское ханство, этнополитическое образование, которое существовало на этой территории в тот момент, находилось в орбите хозяйственных, духовных и этнических связей с Золотой Ордой. В этот период были заложены основы образования двух групп татарской нации – Поволжско-Приуральской и Западно-Сибирской. Существовали оживленные хозяйственные, торговые и духовные связи с различными улусами Золотой Орды. К сожалению, исследователи не могут уверенно говорить о том, каковы были точные границы той области. Ибирь упоминается в первой половине XIV века в составе Золотой Орды секретарем египетского султана по имени Аль-Умари. В том же веке города будущего сибирского ханства встречаются на западноевропейских картах. Город Кашлык в форме Сибур фигурирует на карте венецианцев-братьев Пицигани, а город Чингитура в форме Сингуи появляется на каталонском атласе 1375 года. Нет у историков единого представления о том, какая административно-политическая единица послужила основой для образования Тюменского ханства. Согласно версии, происходящей от академика Миллера, опирающегося в свою очередь на так называемые сибирские летописи 17 века, земли будущего ханства первоначально входили в Тайбугинский юрт, основанный в 1220 году и являющийся наследственным владением потомков сибирского князя Тайбуги. В отличие от прочих улусов Золотой Орды, Тайбугинский юрт обладал автономией. Приверженцы этой версии даже наделяют тайбугинов статусом ханов, то есть ставят их на один уровень с чингизидами. Поэтому Тайбугинский юрт и должен называться, собственно, Тюменским ханством. Исторические документы, исследования ученых подтверждают тот факт, что государственность татар в Западной Сибири была основана самими татарами, а не монголами. Чтобы понимать некоторые важные политические события на данной территории, нужно вернуться к событиям 1238 года, когда Бату-хан на основании закона великой власти своего деда Чингисхана Ясы выделил своему брату Ардуичену часть улуса Джучи. Земли, расположенные к северу от озера Балхаш, включая Западный Алтай, Барабинскую и Кулундинскую степь, а брату Шибану огромный удел на Южном Урале и в Западном Казахстане. Улусы Ардуичена и Шибана в русских источниках называются Синей Ордой. Для нас же более привычным является его тюркское название Кок-Орда. Вследствие распада Золотой Орды в южной части Дашты-Кыпчака усиливается междоусобица. На этих землях и в улусах Кок-Орды в 15 веке выделяются три племенных объединения. Первое – это мангыты или нагайцы, потомки Едыгея, известные нам из 14-го выпуска нашего исторического цикла о Ногайской Орде. Второе – это тюркские племена, входившие ранее в улус Ардуичена и улус Шибана. Персоязычные источники 15 века называют их узбеками. И третья сила – это представители государства, образовавшегося в результате распада Золотой Орды в 15 веке, основателем которого был потомок Шибана Абуль-Хайр. Их принято называть кочевыми узбеками. Часть кочевых узбеков в 50-е годы 15 века отделилась от хана кочевых узбеков Абуль-Хайра, откочевала в Хорезм, Чуйскую долину и Семиречье. В источниках их называют узбек-казахами или просто казахами. Собственно говоря, именно эти три силы и претендовали на территории Тюменского ханства, где в 40-е и 80-е годы 15 века ханом в Чингитуре был член Тайбугинской династии по имени Мар. Среди тех трех полюсов влияния самым опасным для тайбугинов были давно стремившиеся к власти в Чингитуре шибаниты. В 60-е годы 15-го столетия после прихода к власти в 1462 году Ивана III усиливается агрессия Московского Великого княжества против Казанского ханства. Москва вмешивается во внутренние и международные дела Казани, начиная с 1460 года приход нового хана на Казанский
престол становится причиной крупной войны против Казанского ханства. В Казани действовали две противостоящие партии. Опасность для независимости ханства представляла прорусская партия, поддерживаемая Москвой, состоящая из татарских феодалов и торговцев. Сторонники этой партии ставили личные интересы выше государственных, стремились держать в руках торговлю с русскими и умножать свой капитал. Восточная партия Казани проводила политику независимости государства, развития экономических и духовных связей с тюрко-мусульманскими государствами, такими как Ногайская Орда, Сибирским и Крымским ханствами. С помощью Москвы представители Восточной партии Казани подвергались арестам и уничтожались. Ханы в Казани ставились Москвой при помощи русской партии. Так считается, что при непосредственном влиянии Москвы были посажены на престол Мухаммад Амин, Джингали и Шах Али, которые правили по указке московских правителей, игнорируя интересы своего народа. Именно в это время усиливается экспансия Москвы на Югру, Западную Сибирь. Создается реальная угроза Тюменскому ханству. Однако же ханы Тайбугинской династии недостаточно активно реагировали на агрессивные действия Великого Московского княжества, стремились действовать в отрыве от тюрко-татарского мира. В какой-то степени этому послужили, по-видимому, притязания вышеупомянутых шибанитов на Тюменский престол. С целью смягчения напряжения вокруг Тюменского ханства представитель Тайбугинской династии Мар решается на династический брак и женится на сестре шибанита Ибака, правившего в Кызылтуре. Однако этот брак его не спас. Создавшиеся после 60-х годов 15 века отношения между Московским Великим княжеством и тюркскими государствами облегчили Ибаку путь на Тюменский престол. В этом ему помогли нагайцы, которые признали над собой власть Ибака, правившего в Кок-Орде. С помощью нагаев Ибак пришел с войной в Тюмень, занял столицу ханства, убил Мара, стал ханом Тюменского ханства и проявил себя активным деятелем тюрко-татарского мира. Он был первым шибанитом в Тюменском ханстве. Ногайские правители, братья Муса и Ямгурчи, одновременно стали беклярбеками хана Ибака. О беклярбеков и системе управления Золотой Орды смотрите в выпуске номер 10. Ибак стал ханом не только Тюменского ханства, но и правителем Ногайской Орды. В русских источниках, кроме сибирских летописей, Ибак зовется царем Ногайским. Нагаи входили в состав Тюменского ханства номинально, исходя из политических соображений. Сотрудничество правителей было скреплено в том числе и женитьбой хана Ибака на дочери ногайского правителя Ваккаса. Дальновидный и хитрый Ибак, располагавший многочисленными войсками нагаев, держал Мусу и Ямгурчу на расстоянии. Главным беклярбеком и командующим войсками он назначил своего брата Мамука. Свою деятельность в Тюменском ханстве Ибак начал с расширения его территории за счет включения степных районов по Среднему Тоболу и междуречию Тобола и Ишима. Судя по событиям, тайбугины, несмотря на поражение и убийство их хана Мара, по-видимому, сумели сохранить за собой татарские улусы, расположенные по Нижнему Тоболу и Среднему Иртышу. В районы, оставшиеся под властью тайбугинов, бежали сыновья Мара – Адер и Ебалак. Это означало, что борьба между тайбугинами и шибанитами продолжится. После выделения Астраханского ханства в самостоятельное государство, об этом смотрите в выпуске номер 15, на остатках территории Золотой Орды на юго-западе также появилось самостоятельное государственное объединение, известное под названием Большая Орда. Об этом смотрите в выпуске номер 13. В начале ее формирования относится к 30-м годам 15 века. Хан Большой Орды Ахмат, хотя и считал себя верховным главой всех образовавшихся после распада улуса Джучи татарских государств, фактически был ханом лишь Большой Орды. После нескольких походов против Руси Ахмат в 1474 году заключил мир с Иваном III на условиях признания вассальной зависимости Руси от хана и выплаты ежегодной дани в сумме 140 тысяч алтын. Этот договор и претензии Ахмата на золотоордынское наследие вызвали негативные действия со стороны татарских государств. Они образовали против Большой Орды коалицию с участием великого князя Московского, благодаря которому, в частности, Москве удалось освободиться от вассальной зависимости.
В 1487 году русские войска заняли Казань, арестовали хана Али и вместе с семейством отправили его в Россию. Хан Ибак и правители Ногайской Орды начали борьбу за освобождение хана родственного государства. В 1489 Ибак вновь отправил в составе посольства Ногайской Орды своего посла Чунгуру в Москву. Он предлагал мир на равных правах, но условием было освобождение казанского хана Али. Василий III Али не вернул и продолжил свою политику в Казанском ханстве путем его ставленников и прорусской партии. С конца 80-х годов и в 90-е годы 15 века Ногайская Орда вела активные военные действия против Москвы, вмешивающиеся во внутренние дела Казанского ханства и против казанского хана Мухаммад Амина, посаженного на престол Москвой и проводившего антинародную политику. В этой политике Великого Московского княжества ногайские правители видели угрозу единству тюрко-татарского мира. В борьбу Ногайской Орды против Москвы и его ставленника Мухаммад Амина включился и правитель Тюменского ханства хан Ибак. В военных действиях против Мухаммад Амина участвовал и брат Ибака Мамук. В итоге хан Ибак, чувствуя отношение Великого Московского княжества к тюркским государствам и остерегаясь агрессии с его стороны, установил с ним дипломатические отношения. Он добился определенных успехов и внутри государства, расширил границы ханства, подчинил ранее не признававшие власть тюменских ханов отдельные татарские улусы. Отдельные остяцкие и вагульские князья со своими улусами также были подчинены Тюменскому хану. В период правления Ибака Тюменское ханство значительно укрепилось. Оно имело достаточные силы и для признания участия в международных делах тюркских государств. Разносторонние международные связи укреплялись посредством заключения междинастийных браков. Однако тайбугины, правившие в Западной Сибири более 3 веков, не хотели сдавать свои позиции. Они готовились к возрождению своей династии. В итоге хан Ибак был убит тайбугином Мухаммадом Мехмедом, потомком убитого Ибаком Мара. И таким образом восстановилась династия Тайбуги. Так закончилась эпоха правления хана Ибака в Тюменском ханстве. Однако история этого этнополитического образования на этом не заканчивается. В следующем выпуске «Татар сквозь время» мы поговорим о Сибирском ханстве. Оно в какой-то степени являлось преемником ханства Тюменского. Обязательно поставьте жесткий сибирский лайк этому видео, пишите в комментариях свои мнения об истории Сибири и других татарских ханств. Подписывайтесь на наш канал и всем по традиции ассаламу алейкум, сау булгас и мира во всем мире. Пока!